По звуку все нормально, да? То есть я могу двигать ногами, руками, все хорошо. Да, главное, чтобы ты руками не трогал микрофон. Отлично. А у меня где здесь? Да. Угу, отлично. Я теперь чувствую, что ты нервничаешь. Угу. Но это скоро пройдет? Да. Ты хорошо людей чувствуешь? Очень хорошо. От меня вообще невозможно ничего скрыть. Угу, наверное. Да. Ну что, поехали? Давай. Самая на ходут. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях Наташа Папаева, бурятская художница-перформансистка, базирующаяся в Голландии. Наташа закончила журфак СПбГУ, потом Академию королевскую художеств в Гааге. И сейчас она двигает бурятскую культуру, находясь в Голландии. Все правильно, Наташа? Да, все правильно. Хорошо. Слушай, а куда мне смотреть? Там или там? Или Мы с тобой смотреть будем разговаривать, поэтому смотреть надо на меня. Отлично, хорошо. Сэмэна. Сэмэна. Спасибо, Наташа, что согласилась принять участие в нашей скромной видеопередаче. Мне на самом деле очень интересно с тобой поговорить. Можно на «ты», да? Конечно, да. Я же уже начал к тебе на «ты» говорить. И в жизни мы говорим на «ты». Я первый раз познакомился с тобой более-менее близко, когда посмотрел твой перформанс по Йохор. И наши видеозрители, надеюсь, не будут возражать, если мы сейчас его немножко посмотрим. Терен беже хаттар я Тохмешенин газырта Терен беже хаттар я Тохмешенин газырта Терен беже хаттар я Напиши, пожалуйста, 3 прилагательными этот перформанс. Йохор. Угу. Он эмоциональный. Угу. Языковой и классный, наверное. Хорошо. Да. Что ты там за слова произносишь? В Йохоре? В этом перформансе. Ну, на самом деле, это моя версия Йохора. То есть там слова не совпадают с настоящим Йохором. Это просто то, что я помню. И это тоже часть концепции. То есть я не стала смотреть настоящий Йохор, потому что мне нужно было работать с памятью. И это то, что я запомнила от своего... В детстве мы просто в школе учили Йохор. Мне очень нравится эта песня, вообще классная. И я запомнила, я ее всегда помнила, и я, когда переехала в Голландию, меня пригласили на какую-то тусовку, там люди собирались, и они пели голландские песни, все классное, все были такие дружелюбные и все такое. И они говорят, Наташа, спой нам бурятскую песню. Я говорю, конечно, почему бы и нет. Я выхожу, думаю, вот спою вам Йохор наш классный. Я выхожу туда, и я понимаю, что я не могу ее вспомнить. Ты слова забыла? Я слова забыла. И это, на самом деле, я просто очень плохо запоминаю песни, то есть я все забываю. Но почему это очень болезненно с Йохором? Потому что это связано с ситуацией с языка, это связано с тем, что я далеко живу от Бурятии. Знаешь, такие разные эмоции там сидят. Не только то, что мы забыли. Мы не забыли язык. То есть, это ты сказал, я ничего не говорил. Да. То есть такая ситуация просто произошла, и не только же бурятский язык считается исчезающим языком, в мире много таких языков, и поэтому этот перформанс, он такой не только бурятский, но и тоже такой он имеет какой-то такой международный вес. Хорошо. Ты не сказал насчет слов, которые ты там произносишь. Я обожаю просто начать болтать, поэтому, что я говорю? Ты можешь продекламировать? Я там не все просто разбираю на слух. Хорошо. Это мои слова. Давай. То есть люди, которые знают весь Йохор, не могут мне говорить, что это неправильный Йохор, потому что он неправильный, это мой Йохор. Окей? Да, мы слушаем. Да. Тохмешинин газарта терен беже хаттарья. И
И как я перевожу, то есть, как я перевожу эту песню, то, что мы крутимся вокруг, мы ступаем на очень мягкую землю, и мы танцуем по кругу. Вот такие слова. Но реальный йохр, он, конечно, чуть-чуть другой. Хорошо, хорошо. Какой месседж в этом перформансе? Какой месседж в этом перформансе? Есть какой-то месседж? Конечно, это очень странный вопрос. Это, странный вопрос, который задают мне в Бурятии. Какой месседж может быть в этом перформансе? Есть ли реально люди, которые не понимают этот перформанс? Есть или нет? Я думаю, что нет. Хорошо. Есть люди, которые не понимают, почему нам важен бурятский язык и почему это плохо, что мы его забываем. Окей. Когда ты начала вообще топить за бурятскую тему? Это у тебя с детства было или что-то случилось, и ты начала за бурятскую тему топить? Я не знаю, что такое топить за бурятскую тему. Действовать во имя бурятской культуры, во имя бурятского языка. Ты думаешь, я действую во имя культуры бурятского языка? А во имя чего ты действуешь? Ты знаешь, мне кажется, мне очень важно действительно, чтобы у нас бурятский язык, люди знали, что он очень красивый, очень богатый, чтобы люди изучали свою историю. И я этим тоже занимаюсь. То есть мне очень интересно изучать монгольскую письменность, мне очень интересно возвращать к себе бурятский язык. И очень интересно смотреть, что произошло там раньше, что происходило раньше, что происходит сейчас. Но это просто интерес, то есть мне кажется, у каждого человека должен быть такой интерес. Короче, ты свой интерес удовлетворяешь, а не интерес бурятской культуры, по сути. Я считаю, что я бурятка, и автоматически все, что я делаю, превращается в бурятскую культуру. То есть мне не нужно, знаешь, там сидеть и думать, почему, что это бурятское, что это, потому что я есть бурятка. То есть я родилась в бурятской семье, я говорю по-бурятски. Я понимаю, что у других людей может быть другая ситуация, но моя ситуация в том, что я знаю, что я бурятка, я говорю по-бурятски, мне интересно все, что происходило и что сейчас происходит. Короче, грубо говоря, каждый твой акт — это и есть бурятская культура. Да. Отлично. Даже я пью чай. У нас в Бурятии любят пить чай, да? Это что-то универсальное, многие люди пьют чай, и у нас в Бурятии тоже пьют чай. То есть это бурятское или это универсальное? То есть много всего на самом деле есть такого, что люди говорят, почему-то люди очень сильно разграничивают, что есть бурятское, а что есть просто культура. Мне кажется, что наша бурятская культура, она очень... она просто относится к мировой культуре. То есть я могу заниматься всем, чем угодно, и я, например, могу разбираться в теме смерти, да? Я могу смотреть, что такое смерть, как к ней люди относятся, какие есть ритуалы про смерть, и вообще, что если есть смерть, значит есть жизнь. Значит, я сейчас говорю какие-то банальные вещи, но мне кажется, что нет такого, что бурятская культура прямо очень изолирована от большой мировой культуры. Мне кажется, что все культуры, они образуют одну общую мировую культуру. Хорошо, Антош, я понял. Ты родом из Орлика, Акинского района. Да. Расскажи, пожалуйста, пару слов про Орлик. Орлик – классная деревня. Мне кажется, что все люди, которые выросли в Орлике, на самом деле наделены какой-то огромной привилегией. И вообще люди, которые родились в Бурятии, мне кажется. Потому что у нас очень красивая природа, просто такая, знаешь, завораживающая. Она прям там есть, она живая. Ты идешь, и даже воздух живой. И в Орлике... Орлик, он далеко находится, и он окружен такими красивыми горами, и ты просто впитываешь всю эту природу в себе, и когда ты, например, если мне начинают сниться горы, то это значит, что мне нужно вернуться домой. И я просто просыпаюсь и иду. Нужно купить билет. Я покупаю билет и еду в Бурятию. Это очень хорошо, когда ты можешь по велению сердца всегда купить билет и поехать туда. Это правда, большая привилегия. Согласен. Но я просто покупаю не то, что я на завтра, но я просто планирую так, чтобы у меня были деньги. Короче, советуешь туда съездить в Орлик? Что, извини? Советуешь туда съездить в Орлик? Конечно. Если вы еще не были в Орлике, вы очень много... Чем можно заняться там, Наташа, как я прибуду туда в Орлик? Просто быть собой. Там на самом деле... А чем отличается быть собой в Орлике от быть собой в Улан-Удэ? Потому что большая разница между мной, по-моему, и городским человеком, то, что ты вырос в Орлике, это значит, что ты можешь просто смотреть на облака, и тебе никогда не будет скучно. Ты просто привык созерцать природу, и ты привык быть самим собой, и ты привык к тому, что все
это все, что вот рядом с тобой, это на самом деле не должно тебя развлекать, или это не скучно. Быть в природе не скучно. И ты очень погружаешься в какое-то медитативное состояние, мне кажется. И, ну, просто я думаю, что многие акинцы то же самое скажут. Мы очень любим свой Акинский район, очень любим Орлик и обожаем туда возвращаться. То есть для нас Орлик это как Байкал для многих людей. Потому что акинцы на самом деле не так часто едут на Байкал. Байкал что, для тебя ничего не значит, что ли? Ну, многое значит. Но просто, знаешь, если ты студент, и ты должен выбирать. Ты приехал домой, ты выбираешь поехать в Орлик, который далеко находится, либо ты едешь на Байкал. И ты, конечно, выбираешь ехать домой в Орлик к родителям. И поэтому Байкал, он всегда находится как-то на... Ты проезжаешь мимо, и ты говоришь, вау, как красиво, в Орлике это твой дом. Ты сейчас говоришь же не только про Орлик, а вообще про всю Аку, правильно? Или только про Орлик? Когда ты говоришь, про всю Аку, наверное. Но я родилась в Орлике, поэтому Орлик это, конечно, что-то другое, чем... Хорошо. То есть у каждой местности есть своя какая-то вещь. Ты вот сейчас про район немного рассказала, не упомянула, кто сейчас руководитель района? Я не помню фамилию. Главы района? Нет. Хорошо. Как с культурой дела в Аке состоят, Даша? Я могу рассказывать, конечно, только про свой подростковый опыт, потому что когда мне было 18 лет, я уехала из Орлика учиться. Да. Поэтому все, что у меня, какие есть воспоминания в Орлике, это связано с этим периодом, и я больше не житель Акинского района. Но когда мы учились в школе, мы устраивали всякие викторины, интеллектуальные викторины, какие-то творческие вечера, и мы играли в КВН, у нас была такая команда, Акинский караул назывался. Акинский караул? Да, в 2007 где-то там. И мы играли в КВН, у нас была довольно сильная команда, и у нас был преподаватель Тухалов, историк. Ты, получается, еще и КВНщица? Да. И, в общем, мы играли в КВН, и мы, по-моему, получили даже призовые места, когда здесь играли в КВН. И вот у нас просто было много всего. И у нас, по-моему, в Орлике очень... У нас есть танцевальный коллектив, у нас есть музыкальная школа, художественная школа. То есть вот такие вещи, где... И еще у нас очень спортивные ребята, то есть хоккей, волейбол. Но я не отношусь к ним. Я понял. К числу людей, которые спортивные. Ты сейчас приехал в Улан-Удэ, ты на Типомании выступала с перформансом со своим... Как он называется? У него пока еще нет названия. Хорошо. Я, к сожалению, опоздал на часовой прогон, на часовой показ, но я видел видеозаписи в социальной сети Инстаграм. Да, и я так понял, что люди встретили его с восторгом. Ты согласна с этой оценкой? Я думаю, что мне кажется, что у меня и у аудитории случилась какая-то связь. То есть мне кажется, что этот перформанс очень хорошо сработал вживую. Да, вот что меня удивило. Почему ты с этим перформансом выступила на Типомании, но не съездила, допустим, в родной район и не показала там свой перформанс? Потому что меня пригласили на Типоманию. Но если бы тебя пригласили бы, ты поехала бы? Ну, то есть, если бы можно было поехать в Орлик и организовать какую-то выставку, я бы, наверное, не взяла не только себя, но я сделала бы из этого, наверное, какой-то проект. Мне кажется, это интересно. А тебя акинцы не приглашали никогда с твоими перформансами выступить у себя в Орлике? Нет. А зачем? Ну зачем тебя Типомания приглашает выступить? Ну, потому что я же художница, то есть художница – это же профессия, то есть ты художник, ты работаешь, это твоя профессия. И ты связан с выставками, с галереями, с музеями и так далее. И там, где происходят там, где есть музеи, выставки, тебя и приглашают, ты работаешь в этой среде, у тебя есть своя инфраструктура. Ты думаешь, землякам не интересно было бы на тебя посмотреть? Конечно, но мои земляки тоже приходили на мой перформанс. То есть в Улан-Удэ были люди, которые жили и живут здесь, из Орлика, они пришли на мой перформанс, им понравилось. Хорошо, шикарно. У тебя очень редкая фамилия. Да. Папаева. Расскажи немножко о ней, пожалуйста. У нас действительно редкая фамилия Папаева. Что я могу рассказать про свою фамилию? Наверное, то, что она классная, мне нравится. И все.
Ну, может быть, что-то тебе известно о генезисе этой фамилии? Нет. Ну, то есть я копаюсь, я пытаюсь найти, но у меня сейчас... Кто такой вот этот Папай или Папай? Да, и я пока не могу тебе дать каких-то таких научно обоснованных ответов, поэтому я просто скажу, что она классная фамилия. Хорошо. Да. Про значение пока ты ничего не знаешь. Нет, пока Хорошо. еще нет. А про имя Наташа, что тебе, Наташа, известно? Про Наташу мне известно, что... Ну, меня зовут Наташа, и мое имя мне дала моя сестра, и у нее была кукла Наташа, как мне рассказали. Я не знаю, насколько это правда. То есть, и у нее была кукла Наташа, и она назвала меня в честь своей куклы Наташи. И мне очень нравится это имя, потому что моя сестра мне дала. У меня очень хорошие отношения в семье, поэтому у меня вот так все, что там связано с моей семьей, я буду думать, это хорошо. Я понял. А ты не копал, типа, Наталья, типа, откуда тоже происходит? Да, или что оно значит? Конечно. Познакомь, пожалуйста, нас с этой информацией. Да, вот точно, это Наталья, это латинское имя, и оно означает, что же оно означает, я всегда это помню, сейчас забыла, что-то... В общем, там была какая-то... То есть во многих христианских именах, это же христианское имя, латинское имя. Это после христианства, после Иисуса, да, появилось это имя? Нет, по-моему, то есть, знаешь, когда у тебя есть христианское имя, они дают то есть это имена каких-то мучеников. То есть была какая-то женщина, которую звали Наталья, она была мученицей, и у нее был муж, который ушел в христианство. И его убили из-за того, что он был христианином. Да. И Наташа, его жена, она сказала, вау, как это очень интересно. Его смерть, в смысле, интересно? Ну, хорошо, что он прямо вот ушел в религию, и он умер за свои идеалы, и она была с ним рядом, и вот, по-моему, ее тоже убили. Я не очень хорошо помню вот эту историю. И вот она тоже святая. То есть все вот эти имена христианские, они относятся либо к мученикам, ну, у них вот такая вот история. И я вспомнил, по-моему, Наташа значит родная, что такое, хорошо. да. Ты вот про смерть упомянула, а есть, Наташа, какой-нибудь идеал, за который ты готова умереть? Мне кажется... Как муж Натальи? Как муж Натальи. Но он же за идеал умер. Мне кажется, это сложные вопросы. Мне кажется, мама будет недовольна, если я буду... Потому что, мне кажется, знаешь, мне нравится вот буддийская философия того, что ты должен быть посередине всего, и фанатизм чего-то на самом деле не очень приветствуется, но мне кажется, что за язык можно умереть. Ты за бурятский язык конкретно умерла бы? Наверное, да. То есть это что значит? Вот на одной чаше твоя жизнь, да? А на другой это вот что? Чтобы было какое-то количество носителей определенное, или чтобы было какие-то книги писали на бурятском? Что ты имеешь в виду вот за бурятский язык? Или чтобы он вообще не исчез, или чтобы... Поясни, что ты имеешь в виду. Ну, знаешь, вот эта идея же того, что вот язык, он должен жить. Он не ожил сейчас, да? Нет, но бурятский язык жив. Жив, то есть, да? Ну, тогда что за него умереть, раз он живой? Ну, понимаешь, ты задаешь теоретические вопросы. Я отвечаю тебе теоретически. Хорошо, согласен. Понимаешь, язык – это же идея, это целая философия, это идентичность, это большая история. Можно вернуться к Наташе. Вот смотри, ты топишь за бурятскую тему, а у тебя не было никогда мысли взять себе бурятское имя? Было. Было, да? Да, и вот сейчас мы вернемся к мой никнейм в Инстаграме Арьят Саган. Да, и я почему, он этот никнейм, когда мне было 21 год, я когда переехала в Петербург, все очень удивлялись, что меня зовут Натальей. И я подумала, ну реально, почему меня зовут Наталья? И я начала копаться, я нашла такую тему, что в Бурятии можно было поменять свое имя с детского на взрослое, когда тебе исполняется 21 год. Я не знаю, насколько правдив этот ритуал. И, в общем, я пошла к Ламе и говорю, дайте мне, пожалуйста, бурятское имя. Он посмотрел по книгам и сказал, тебе подойдет имя Арья. Я говорю, хорошо, давайте я возьму тогда, буду называть себя Арьей. И я называла себя Арьей 4 года. То есть я еще... То есть в Питере есть какие-то люди, которые тебя знают не как Наташу, а как Арью? Да. Реально, да? И причем, что, знаешь, у нас тогда появились социальные сети, я поменяла в социальных сетях свое имя, и вот есть реально люди, которые называли меня Арьей, и они до сих пор думают, что я Арья, и мне нужно поправлять им. Что я Наташа, да? Да. Но у меня в какой-то момент я начала скучать по своему имени, и я подумала, Наташа тоже хорошее имя. Мне нравится, что это двойственность, то, что я бурятка, у меня есть латинское имя,
И я говорю по-русски, я говорю по-бурятски, я говорю по-английски, я говорю по-голландски и все такое. То есть это же интересно. Ну, интересно, да, согласен. А тебя не смутило, что Арья – это санскритское имя, не бурятское? Да, но это меня не смущает, потому что бурятская культура, она очень тесно связана с буддизмом. И в бурятов очень много санскритских имен. Хорошо. Ну, я же пошла к Ламне, в Ламата, у меня такое имя. Окей. Расскажи мне, Наташа, пожалуйста, про свой внешний вид. Про мой внешний вид. Что ты хочешь? Текущий. Одежда, хейрстайл, кольца. Окей. С чего мы можем начать? С чего тебе удобнее? Кстати, что? Интересно, вот если бы я была мужчиной, ты бы спрашивал меня про внешний вид? И некоторых мужчин я спрашиваю. Да. А почему ты спрашиваешь меня про внешний вид? У меня какой-то интересный внешний вид? Ну, он интересный, да, но мне кажется, что ты как художница, наверняка твой внешний вид – это тоже своего рода выражение себя. Вот поэтому я спрашиваю. Окей. То есть, если там нет никаких сексистских историй, тогда мы начнем. Хоть я и сексист. Ты сексист? Я думаю, что в чем-то да. Ну, мне не нравится вообще сексистская тема, но вряд ли я мог бы, если честно, с чистой совестью сказать, что я не сексист. Понятно. По-любому, да. То есть, если мы сексист говорим, что не в том плане, что, как мы плавно на меня перешли, не в том плане, что кто-то хуже кого-то, а кто-то лучше кого-то, но я считаю, что различия есть все-таки, да. Какие различия есть между мужчиной и женщиной? Ну, половые, например, которые влекут множество других. А какие другие различия есть между мужчинами и женщинами, которые обусловлены половыми вещами? Ну, например, из-за полового устройства женщина, допустим, способна рожать, а мужчина не способен рожать. Ну, что тоже влечет, да, допустим, женщина поэтому более привязана к какому-то одному месту, она после родов не может там сразу бегать, прыгать, да. В это время, допустим, мужчина, значит, должен какие-то действия проявлять, чтобы выживала. Ты думаешь, что женщины как пингвины? Ну, хотя у пингвинов, знаешь, у них яйцо, то есть они откладывают яйцо, и 6 месяцев на яйце. У них мужчина, кстати, сидит наоборот на яйцах. Да, 6 месяцев сидит мужчина на яйце, а потом и самка приходит кормить его, и они меняются такими. То есть ты думаешь, что мужчин и женщин человеческого рода не может быть таких отношений, когда друг другу помогают? Я думаю, что чем дальше человечество развивается, то эти отношения, они более имеют место быть. То есть, вот. Ну и физически мужчина больше, чем женщина. И, как правило, сильнее. Но сила же, она вот эта сила, она же не означает, что поскольку мужчина сильный, он должен что-то там делать или так далее. Или он... Ну, ему легче. Допустим, если вот представим, что мы с тобой партнеры, допустим, да, муж и жена, неважно кто. Вот мы купили себе мешок муки 30-килограммовый. И в среднестатистическом случае мне будет его легче занести на 5-й этаж, чем тебе. А как ты думаешь, тебе, как мужчине, тоже нормально вот эту целую 30-килограммовую штуку на себе нести? Я думаю, что для обоих это будет тяжело, но мне будет немного легче справиться с этим мешком. А может, я тоже могу справиться с этим? Может быть, в нашей конкретной паре ты будешь сильнее меня. Вот ты же по росту не меньше меня, а может и повыше даже. Я думаю, что я выше, 1,78 м. Вот, выше меня. Я знаю, мне кажется, что вот таких различий, ну, то есть, знаешь, когда вот случается, что когда говорят, что мужчина должен что-то, женщина что-то должна, вот это, по-моему, очень много... Я согласен, что никто ничего не должен. Да. Но как бы есть какие-то объективные вещи, типа вот роста или физической силы, или вот наличие там матки, и все такое, да, которые как бы вносят свои коррективы. Вот, и о том. Понятно. Конечно, для меня цена идея, что у людей должны быть равные права. Да. Вот. Но я понимаю, то есть ты феминист? Да. Отлично. Да, Тогда мы переходим к твоему вопросу. Да, хорошо. Я уже забыл, про чем мы таком говорили. Не знаю. Я забыла. Да, мы про твой внешний вид начали говорить. Да, конечно. Классический вопрос. Окей. У меня вот кольцо Артура. Его можно найти в типографии. Хоманов Артур. Да, Хоманов Артур, и он делает очень красивые ювелирные украшения. Я купила у него кольцо. У меня мое... Это просто как украшение, да, безделушки? Ну нет, просто кольцо, красивое кольцо. И вот у меня кольцо, как говорящее о том, что я замужем. Мой монгольский дыгл, который я купила в Японии. То есть я проходила мимо... Я хотела купить себе что-то, я захожу в магазин, и первое, что я вижу, это. Я спрашиваю, что это. Я спрашиваю, что за странное кимоно, это кимоно. Они говорят, нет, это дыгл монгольский. И я говорю, окей, берем. Я беру это. Хотя
Я не знаю, насколько он правильно сделан, но мне просто нравится идея того, что я купила монгольский ДГЛ в Японии. Да. И моя прическа, мне нравятся короткие стрижки, потому что они практичны. И у меня очень мало времени на то, чтобы смотреть, как я выгляжу. Поэтому мне важна работа больше всего. Поэтому мне нужно там коротко постричься. Хотя короткая стрижка тоже много всего времени занимает. Джинсы, ботинки. То есть то, что мне удобно. Хорошо. Но у тебя не очень женственный лук в обычном понимании, да? Нет, наверное. Это целенаправленно или случайно так получается? Мне кажется, что в России очень такая ситуация, что если ты женщина, ты должна выглядеть женственно, вот это вот всякая хрень. Но это неудобно. То есть я никогда не носила каблуков. Тупо неудобно, и это очень травматично для твоей ноги. И, конечно, как женщина, ты должна выбирать, что ты можешь, что тебе нравится. То есть мне нравится удобная, практичная одежда, в которой я могу работать весь день, и в которой мне не нужно... Еще, знаешь, мне кажется, у многих женщин есть такая тема. Если ты выглядишь не как женщина, это на самом деле какая-то защита твоя. И это... Чтобы тебя, в смысле, не изнасиловали? Ну, это, знаешь, издержки патриархата, потому что как бы ты ни был одет, вот эти действия насильника, они... это неправильно то, что человек делает, насильник. И то, как бы ты не был одет, это не должно вызывать насилие. Я понял, в какую сторону ты клонишь. Да, ну давай я скажу. Если даже девушка одета... Супер вызывающая. Не вызывающая в том, как она хочет быть одета, насильник... то есть это вина... Она никогда не будет виновата. Конечно, нет, никогда. Тебе вообще по жизни важно себя чувствовать красивой или сексуальной? Или нет? А что такое красота и сексуальность? Это следующий мой вопрос был. Да, что такое красота и сексуальность, в твоем понимании? Ты думаешь... Сексуально, я думаю, связано с уверенностью в себе. И когда человек уверен в себе, он приобретает особого рода привлекательность, которую плюс-минус можно назвать сексуальностью. Ну, красивый, давай тоже упрощенно скажем, в данном случае это когда ты нравишься себе. Ну и, соответственно, обычно, когда человек нравится себе, он чувствует уверенность в себе. Да. То есть это взаимосвязанные понятия, да? Ты думаешь, я уверена в себе? Ну и вот я спрошу у тебя, а потом я скажу, думаю ли я или нет. Хорошо, я думаю, что я уверена в себе, да. То есть, конечно же, я уверена в себе в том плане, что если будет какая-то проблема, я ее решу. И, конечно, бывают моменты, когда я думаю, может быть, как-то странно все такое. То есть у меня очень развита саморефлексия, но сама по себе базисная уверенность, наверное, Но тут уверенность в себе в плане сексуальности и в плане... Красоты? И в плане того, что я справлюсь с какой-то проблемой, это немного разные уверенности. То есть у меня есть уверенность, что у меня есть, допустим, деньги на счету, и если какая-нибудь херня случится, то я из нее, скорее всего, выкручусь, если она будет решаема с помощью денег. Вот. Но тут я про другую уверенность. Какую уверенность? Типа телесную уверенность? Да. Наверное, телесно я, наверное, уверена в себе, да. А почему мне не... то есть каждый человек красив. Тогда, получается, мы заключаем, что ты чувствуешь себя и красивой, и сексуальной. Конечно, почему нет? Шикарно. Все, отлично. Ты чувствуешь себя красивым и сексуальным? По большей части, да. Не всегда, но чаще да, чем нет. Вот отлично. Обычная ситуация с человеком, по-моему. Да? Думаю, необычная, но один из частых вариантов. Но я думаю, что много людей, которые не чувствуют себя всегда, или хотя бы большую часть. Ну да, но мы сейчас, конечно, переходим, знаешь, в такую ситуацию, когда мы обобщаем, а обобщать это довольно рискованно. Тогда давай дальше. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Рисковать с обобщениями, по-моему, это не риск, по-моему, это иногда бывает глуповато. Хорошо, я за глупости. Давай дальше. Ты в Бурятии пробыла почти месяц. Да. Весь сентябрь, короче. Что больше всего поразило твое воображение по приезду сюда? Что поразило мое воображение? На самом деле, я очень люблю Бурятию. Я читаю книжки про Бурятию и так далее. Я общаюсь с людьми из Бурятии и всякое такое. И вот когда меня не было в Бурятии 6 лет. Тебя 6 лет сейчас не было? Да, 6 лет не было. Ты сейчас приехала впервые за 6 лет? Да. Офигеть. Ну да. Такой может быть. И я Подожди, 6 лет, давай зафиксируем. Это ты была в 15 году последний раз? С 15 года много поменялось здесь, Наташа? Да. Ну,
Наверное, мое самоощущение поменялось, то есть я стала взрослее, я окончила академию, и у меня уже есть какие-то другие профессиональные вещи. Что меня больше всего поразило, то, что все мои знания и то, что я думала про Бурятию, все было очень плоским. То есть, когда я приехала сюда, я видела более объемную ситуацию, и у меня вот информация обновилась, и я была очень рада этому. Я прошу иллюстрирующий пример. Иллюстрирующий пример. От плоскости к объемности. Короче, пока что это выглядит так, что ты думала, что тут все довольно просто, а оказалось, что тут много оттенков, скажем, у этого. Нет, я никогда не думаю, что что-то просто, наверное. Хотя, может быть. Подожди, давай я подумаю. Хорошо. Это YouTube, мы не должны торопиться, у нас куча времени. Подожди. Что же, какие... я знаю, о чем мне понравилось, то есть я слежу за художниками Бурятии, и я же смотрела на все это через Инстаграм, то есть у меня все было плоская картинка, и когда я приехала, разговаривала с людьми, увидела их... Работы в объеме, да, и люди объемные, и я увидела, мне стало понятнее, почему кто что-то делает. Вот хороший пример. Хорошо. Город похорошел? Улан-Удэ? В каких-то моментах, да. То есть мне кажется, что Улан-Удэ очень интересный город. То есть в Улан-Удэ очень много всего происходит сейчас. То есть там появляется хэп-хаб, Назалу. Я понял, всякие культурные движения, короче. Да, многие художники. Но нельзя сказать, что в Бурятии не было этих художников, они всегда были. Малолеток не было? Малолеток. Сейчас есть интернет, о них можно узнать, понимаешь? И нельзя относиться к молодым людям так пренебрежительно, говоря, что они малолетки. Но в этом никакой пренебрежительности нет. Но слово «малолетки» имеет негативный оттенок. Видимо, для тебя. И все равно, если ты делаешь какой-то анализ этого слова, ты видишь. Молодых людей не было, которые сейчас пришли. Ну, в смысле, они не занимались тем, чем они сейчас занимаются. Они не занимались. Например, когда я была молодой, мне было 20-18 лет, я тоже делала эти вещи, то просто у меня не было возможности... Но сейчас есть куча крутых людей, которым вот только сейчас 20 лет. Да. А в 15 году им там было 13 лет. Это вот про это. Да. Ну да, то есть молодых людей, которые чем-то всегда заметили, они всегда были, просто сейчас есть интернет, через который можно показать, что ты делаешь. Окей. Что с городом? Что с городом? Город классный. То есть, если я... Реально классный, да? Конечно, я не знаю ни одного города на свете, хотя я не бывала везде, я не могу сказать, что есть на свете город, который не классный. Потому что это все зависит от людей, где там живут. И тогда эта оценка теряет свою ценность. А так зачем оценивать города по классности, не классности? Что за хрень? Ну, нет, не хрень. Почему? Потому что если мне скажут, убирайся из Улан-Удэ вон, то я буду оценивать города, когда буду выбирать себе новое место жительства. Если встанет выбор между каким-то стрёмным городом, а для меня есть более стрёмные города, допустим, а есть более кайфовые для меня, по крайней мере. Ну да, я буду оценивать, я не вижу в этом ничего такого. Ну, мне кажется, что когда ты оцениваешь город, ты оцениваешь людей, которые там живут. И это как-то странно, нет? Я думаю, не всегда людей. Бывает, что вот в моем случае я был в городах, где я почти не взаимодействовал ни с кем из людей или минимально взаимодействовал. Тем не менее, они производили на меня какое-то впечатление. Понятно. Понимаешь, да, о чем я? Да. Ну, поскольку у меня же есть связи какие-то с Бурятией, я не могу от этих связей... Я понял тоже. Подожди, я не могу оторваться от этих связей, я не могу сказать, что я переехала, и я типа больше не бурятка. Такого у меня нет. Поэтому для меня Улан-Удэ всегда будет таким приятным городом и очень интересным из-за людей, из-за места и всего такого. Есть над чем здесь поработать? Транспортная система. Редко ходят трамваи? Знаешь, проблема в том, что этот город мог бы быть очень классным местом, где можно было ходить пешком, можно кататься на велосипеде, не только летом, может быть, и когда снега нет. Но вот этого не случается. И здесь есть очень много каких-то маршруток, и я вообще боюсь этих маршруток, терпеть не могу. Потому что ты стоишь, и ты ничего не видишь, и ты не знаешь, где какая остановка. То есть мне мой друг пишет, говорит, давай встретимся на такой остановке. Я подхожу, а там даже таблички нет. То есть я не знаю... Подхожу куда? Я не знаю, какая-то там остановка, я не знаю, какая это остановка, потому что там нет табличек. И вот, знаешь, понимаешь, то есть эти маленькие маршрутки, они очень маленькие,
И я вот сижу, езжу по городу по этим маршруткам, и я вижу, что даже и в этих маршрутках сидят мамы с детьми, студенты, люди, у которых нет машины. И вот представляешь, что вот этих людей в маршрутке так много, и вот если что-то случится, в этой маршрутке всегда будет несколько детей. И вот эту проблему нужно решать. Нужно решать, чтобы было больше автобусов, больших автобусов. Короче, большие автобусы. Да. Плюс еще, как эта штука называется, проездной. Я раньше был проездной, почему его сейчас Я помню нет? проездные. Почему их нет сейчас? Ну, проездной, возможно, я думаю, если там одна коммерческая фирма всем заведует, а если у тебя много фирм, то как ты проездной на всех сделаешь? Так нужно же, так есть места, где есть проездные, и работает нормальная система. Понимаешь? Сейчас еще такси очень странно начало работать. То есть как так возможно, что здесь такси, то есть ты звонишь в такси, заказываешь такси, оно не приезжает. Или такси стоит очень дорого, то есть оно стоит дороже, чем в Москве иногда. Это факт. Это странно, очень странно, и мне кажется, что вот транспортная система, она очень много сделает для города, если ее правильно распределить. А это нужно просто посмотреть, как это, куда передвигаются люди. То есть я, конечно, смотрю на это как аутсайдер, и я, может быть, думаю, что это можно решить, но реально, то есть городу нужен транспорт нормальный, и его нет, и это меня очень сильно раздражает. Ценное замечание. Часто, когда примечательные люди... Да, причем, что я думаю, что это не только я там приехал, заметил, что у многих есть это раздражение, и люди это тоже понимают. Хорошо. Часто, когда примечательные люди приезжают сюда, в Бурятию, они едут в Дасанг Хамбо. Ты ездила к нему? Я же не примечательный человек. Почему ты думаешь, что я примечательный? Ты себя не считаешь, да, примечательным? Конечно, нет. Почему я примечательный человек? Почему мы тебя не можем примечательным назвать? Чего в тебе нету, чтобы ты могла быть примечательной? Не знаю, мне кажется, это странно. Просто, знаешь, мне кажется, знаешь, почему меня это раздражает? Что тебя раздражает? Вот это слово «примечательный» приезжает откуда. Потому что в Бурятии здесь есть очень много интересных людей, и ты становишься примечательным, если ты откуда-то там приезжаешь. И это, по-моему, неправильная система. Так, кто примечательный у нас? Ну, ты можешь быть примечательным человеком. Но могу. Ну, ты примечательный. Что делает примечательных примечательными? Ну, смотри, то есть, если ты делаешь какой-то движух, например, у нас есть человек, который Дима Галсан или Наташа Уланова, Ася Лыгденова, ну, наши художницы молодые, Амгалан и... Амгалан, который... Ринчине. Да. Ну вот видишь, там очень много. Ну, Надежда Абзаева очень классная, мне очень нравится. Мы сейчас все примечательных сплошь перечисляем. Да, они же очень, они создают какую-то движ в Бурятии, и они на самом деле должны получать огромное... Привилегии? Нет, не привилегии, поддержку, возможно, или то, что эти люди важны в Бурятии на самом деле гораздо больше, наверное, чем все, кто приезжает сюда. Вот так? Да. Ты гораздо интереснее, чем, например, если бы я там приезжаю раз в 6 лет. Чем кто? Чем я, например. Потому что ты же здесь создаешь контент бурятский, местный, ты показываешь. Боже, я таких лестных слов... Ну, это же важно. Я сейчас сойду с ума. Да, но это же важно. Ну, понимаешь? Я не согласен с этой оценкой, но спасибо. Да, хорошо. Ну, вот видишь, понимаешь, если ты говоришь, я примечательная, и я типа говорю, ты примечательный, такой, типа, я не примечательный. Ну, то есть, ты тоже так сказал, что ты не примечательный. Так вот, я и говорю тебе, что это трудно. Вот, в общем, мы с тобой тут сидим, два непримечательных человека. Да. Получается. Хорошо, ладно. Черт с ним. Алтар классный. Вот оператор классный чувак. Ты религиозная? Я родилась в буддийской семье, и я буддист. Ты буддист, да? Буддистка, да. И у нас просто такая же религия, она очень интересна. У нас это у кого? У бурятов, у буддизм. И он очень интересен тем, что это философия, и можно уйти в интеллектуальный буддизм, и можно... Я была когда на лекциях Далай-ламы, мне было интересно, я съездила на лекцию Далай-ламы, и он рассказывает... То есть там нет молебнов, или там нет таких вещей, что ты молишься Далай-ламе, а он просто рассказывает тебе лекцию. Это просто такая интеллектуальная лекция про буддизм, и как буддизм расположен в этой научной системе. И это интересно. То есть с этой точки зрения, наверное, я религиозный человек. А ты духом, например, капаешь, когда на перевалах там или где-нибудь в святых местах? Потому что ты же на самом деле не только там духом поклоняешься, ты уважаешь место. И это очень важно в Бурятии. Место?
Конечно, природу. Потому что, Место или природу? Мне это важно. Место, природу. Потому что Бурятия – это и есть природа. И ты не можешь не уважать это. То есть, если ты перестанешь уважать, начнешь разбрасывать мусор везде, это не то, что плохо духу, это плохо тебе самому. Я понял. А вот когда ты в Голландии находишься, ты капаешь местным духом? Там нет местных духов. Почему? То есть, что там, какая-то земля проклятая, что ли? Так нет, ты понимаешь, ты вот когда приезжаешь в Бурятию, ты видишь, что здесь люди верят в это, здесь есть такая система ценностей. А когда ты приезжаешь в Голландию, ты понимаешь, что там нет этого. То есть духи существуют только тогда, когда в них верят? Конечно. Хорошо, все, больше вопросов не имею. Я думаю, что для наших зрителей не должно остаться секретом, что мы с тобой несколько раз встречались на всяких культурных ивентах, и даже в дискотеке нас увиделись. Нет, я не была на дискотеке. Ты была в дискотеке, я видел. Ты была на танцполе, которая была в типографии. Так это, да, типография. Когда Байкал Номас там играли. Да. Вот, на танцполе мы с тобой встретились. Значит, виделись в дискотеке. Ну, окей. Вот. Сравни, пожалуйста, культурный движ здесь, в Улан-Удэ, и в других городах, например, в Голландии. Голландия – это не город. Я понимаю, да, я имею в виду в голландских городах, неохота было просто все произносить. Понимаешь, здесь ситуация эпидемии. То есть в европейских странах был жесткий локдаун. Все было закрыто несколько месяцев. 7 месяцев все было закрыто. И там я на самом деле не тусовочный человек. То есть если мне скажут, типа, приезжай, Наташа, вот туда-то, а мне нужно прочитать книжку, я скажу, мне нужно прочитать книжку. То есть мне реально важно читать. То есть иногда я уезжаю, вот с эпидемией я поняла, что классно общаться с людьми на самом деле. Классно куда-то ходить, выходить и так далее. И поэтому у меня нет такого большого тусовочного опыта, потому что у меня все всегда было книжка, тусовки, книжка. Я понял. А почему ты выбираешь все время книжку дискотеки? Потому что книжка интересная. Но ведь, смотри, книжка – это что-то, что дает нам какой-то опыт, правильно? Но ведь дискотека нам тоже дает опыт, тусовка, общение. Да. И иногда, это тоже довольно уникальный опыт, согласись? Да. И в книге тоже может быть уникальный опыт. Да. Ну, понимаешь, бывают стрёмные дискотеки, стрёмные книги бывают. Да. Но вот, понимаешь, мне нужно было реально очень много учиться, я училась. То есть у меня приоритет был всегда в учебе. И я же вообще не пью, я не принимаю никаких наркотиков, я не пью, вообще никогда не принимала, не курила и так далее. И мне просто бывает неинтересно. То есть я прихожу куда-то, и мне начинают говорить, типа, почему все наливают, и я говорю, типа, я не пью. И они начинают говорить, почему ты не пьешь? Я просто не пью. И вот это начинает надоедать. А сейчас, по-моему... А что, без алкоголя нельзя тусоваться на дискотеке, что ли? Ну вот люди бывают думают что-то. Но, по-моему, это поменялось в России очень сильно. То есть ты придешь и потанцуешь, и классно. То есть иногда я могу потанцевать, мне бывает интересно, но мне не интересно ходить туда каждый раз, потому что мне нужно работать. Хорошо, я понял. Ты вообще умная, видимо, очень, да? Я не знаю, наверное, да. Смотри, ты с Орлика, ты поступила в СПбГУ, ты его там с красным дипломом закончила, потом ты поступила в крутую голландскую академию. Ну, короче, ты умная. Я просто обожаю учиться. Ты обожаешь, да, учиться? Я просто обожаю. То есть с детства сестра моя... Ты всему готова учиться? Наверное. Ну, то есть, смотри, я пошла в школу, я не ходила в детский садик, мне там не понравилось. Я пришла, моя мне сказала, я не пойду в детский садик. И я осталась дома. Я тусовалась одна с дома, а потом они хотели отправить меня в школу в 6 лет, и я сказала, я не пойду в школу. Я не пошла в школу. А когда мне... Ты не пошла в школу? В 6 лет я не пошла в школу, я сказала, я не хочу, и не пошла. И пошла дальше играть. И в 7 лет, когда мне исполнилось 7 лет, когда мне, наверное, исполнилось 7 лет, я сказала маме, я хочу пойти в школу. И я пошла в школу сама. И то же самое с университетом. То есть я выбирала себе университет сама. Меня никто не говорил, не заставлял, куда мне учиться. Я всегда выбирала вещи сама. И мне, наверное, из-за этого было проще учиться, потому что все всегда было ради моего интереса. Я понял. Из-за твоего интереса. А получается, если бы ты сказала бы, что ты в 7 лет тоже не хочешь в школу идти, ты бы тоже не пошла бы? Или там пришлось бы пойти? Наверное, там пришлось бы пойти, Хорошо. Да. Потому что ты же в школе, по России тебе нужно учиться. Да, ну да, в 7 лет уже, я думаю, пора. Да. Ну просто мне интересно, вот как ты в 6 лет говоришь, типа, мама, я не хочу, сходила в школу, не понравилось. Он говорит, ну, как хочешь. Ну, видишь, мои родители всегда уважали то, что я Я думаю, это ценное качество для родителей. Я сначала немного удивился, что ты в сентябре приехала, а не летом.
Но потом понял, что тут две причины есть. Во-первых, тут много культурного движа было, а во-вторых, ты, может быть, подгадал так, чтобы к выборам приехать, чтобы принять участие в голосовании. А я не смогла. Потому что я хотела очень сильно проголосовать, а потом я узнала, что я со своей окинской пропиской не могу проголосовать здесь. А в Аку неохота было ехать где-то? А я не могу, у меня не было по времени не хватило. И поэтому я не успела, но я очень сильно хотела. Почему ты так сильно хотела проголосовать? Вот многие не голосуют, и хрен с ним, а что тебя мотивировало проголосовать? Ну, я всегда голосую. Ну, знаешь, это странно. То есть ты умеешь, у тебя есть голос, и ты его не используешь, это очень странно. То есть, why? А за кого проголосовала бы, если все-таки пошла бы? Это мое право, наверное. Личное. Да. Не говорить об этом. Да. Я уважаю это право. Но не за Единую Россию. Ну что ж, Конечно, понятно. нет. За кого-то другого. Наверное, да. Но я посмотрела. А ты шаришь вообще в политике? Я очень смотрю, слежу за этим, потому что я училась на факультете журналистики, как ты правильно заметил, но на отделении рекламы. Но у нас были одни и те же преподаватели, и вот у нас была такая привычка, мы должны были читать всю прессу, все. И у меня вот эта привычка осталась до сих пор. И мой муж журналист, и поэтому мы все время крутимся. И друзья остались от журналистики и так далее. И невозможно следить за политикой, потому что вся твоя жизнь – это политика. Вот так. Ну, короче, ты разбираешься, ты к этому видишь. Ну, я не думаю, что я прям очень сильно разбираюсь, но я слежу. В целом, то, что в России происходит, тебе по 10-бальной шкале насколько составляет? Насколько тебе все устраивает? Как ты думаешь, насколько меня устраивает политическая ситуация в России? Ну, я озвучу, а потом свою цифру, ты свою назовешь, да? Давай. Типа 10 это хорошо, 1 это плохо. 10 это хорошо, 1 плохо. А у меня еще есть такая штука, что, возможно, у тебя может быть 2 оценки. Одну ты осознаешь, а другую нет. Наверное, давай. Мне кажется, что та, которую ты не осознаешь, которая скрытая, но тем не менее многое влияет на тебя и твой внутренний мир, я думаю, это где-то 7. Вау, знаешь, я никогда не видела человека, который может прям вот так считать мой внутренний мир. Ты же сказала перед началом, что ты считываешь эмоции. А я, может быть, тоже что-то умею считывать. Вау, класс. Вот, это неосознанная твоя оценка дел в России, 7. А осознанная 3-4. Типа, а что такое неосознанное? Что? Давай разберемся. Давай. Неосознанное и осознанное. А неосознанное к чему относится? Так, ну мы опять переходим в сторону... Неосознанное то, которое ты не осознаешь, которые вот есть вещи, которые, допустим, управляют нашим внутренним миром, влияют на наши желания, на наши... Да. Ну а что, например? Но тем не менее мы это не осознаем. А есть что-то, что мы вот вроде вот мы считаем, что так вот, да? Но по сути это просто мы сами для себя придумали такую как бы вот фасад, что ли, но за этим фасадом может скрываться там длинное здание. Мне кажется, что это такая... Я думаю, что мы не всегда вот как бы... Человек часто неадекватно расценивает. То есть часто он фасад принимает за все здание. Вот. Понятно. И обычно, когда мы говорим какие-то суждения свои о мире, о других людях, о чем-то, мы всегда фасадом чаще оперируем. Ты думаешь, короче, не будем в это углубляться. Да, хорошо. Давай, в общем, про политическую ситуацию в России. Я сказал, что 7 неосознанные, 3 осознанные. Да, в общем, я не очень понимаю твою систему, поэтому ее давай просто отодвинем. Я с самого начала, это ты предложила. Ну вот, я просто послушала, но все равно, мне кажется, потом мы послушала, поняла, что это бред. Не то, что бред, просто нужно подольше покопаться в этом, поэтому мы чуть-чуть отодвинем все это. А посмотрим на политическую ситуацию в России. На факультете журналистики в СПбГУ, где я училась, всегда была оппозиция. То есть критическая масса и так далее. То есть ты всегда критически относишься к тому, что происходит. Это нормально. В демократических странах относиться ко всему, что происходит, критически. Я думаю, это вообще в любых странах нормально. Да, это нормально. То есть ты просто анализируешь, что происходит. И есть, конечно, многие вещи, которые странные в России. Но есть вещи, которые нужно понимать, смотреть на это с каким-то позитивом. То есть я не из тех людей, которые очень сильно говорят, что в России все плохо. Что мрак здесь даже? Нет, в Россия интересная страна, развивающаяся страна, но я не могу сказать, что здесь все плохо. То есть с политической точки зрения у нас есть какие-то проблемы, мы все о них знаем, но то, что происходит в обществе, это очень интересно. Просто чтобы проиллюстрировать одну из этих проблем, назови. Проблему? О которых мы все знаем. О которых мы все знаем. Например, то, что всех людей могут называть иностранными агентами. Понял. И то, что они работают для России, они много чего делают ради России.
но их называют иностранными агентами, и это странно. Хорошо, окей, просто обозначится. Но для тебя российский паспорт имеет какую-то ценность, что ты гражданка России? Конечно. Ты могла бы, допустим, ты сейчас гражданка России, правильно же? Да. Ты бы легко поменяла бы свой российский паспорт, допустим, на паспорт Нидерландов? Нет, зачем? То есть русский паспорт тебя больше устраивает? Ну, у меня же здесь вся семья живет. Ну, я понимаю, да. Хорошо, хорошо. Даша, как ты зарабатываешь на жизнь в кап-стране? Просто в стране. Я художница. То есть в Голландии есть инфраструктура для художников, то есть ты зарабатываешь деньги своими проектами. Ну, то есть, в твоем случае это перформанс твои. Да, да. То есть Ты же только перформансами в основном занимаешься? Я занимаюсь только перформансами, да. У меня есть перформансы, я получаю какие-то, ну, то есть мне заказывают какие-то работы, я их делаю, и мне платят. То есть ты точно так же, как ты делаешь какой-то видеоформат, ты снимаешь, тебе дают за это деньги. Ну, что иногда, да. Ну да, это просто работа. И у меня еще, я работаю как графический дизайнер, и это тоже мой доход. Ну, ты больше как графический дизайнер зарабатываешь или как художница? Мне важно, чтобы я зарабатывала деньги самостоятельно. То есть ты полностью независимый, да, финансово? Да. От мужа не зависишь? Нет, не завишу. Но это очень важно. Если ты женщина, ты должна не зависеть от мужчины. Согласен. И как мужчина, ты должен тоже не зависеть от другого человека. Да, то есть мне важно... ты полностью независима? Да. Ну, то есть мне это нравится. Еще бы. Это серьезные деньги по меркам Голландии? Ну, не знаю, наверное. Ну, то есть я не зарабатываю там огромное количество денег. Сколько там, пару тысяч евро, вот примерно такие? Минимум, который зарабатывают люди в Голландии, это 1600 евро. 1600 евро? Да. Я не знаю, сколько это в рублях. Тогда у тебя, наверное, 3200 должно быть где-то? Нет. Меньше? Я думаю, что у меня этот минимум все равно есть. То у тебя это в районе двушки? Ну, может быть, да. Чуть меньше, может быть, иногда. Может, чуть Но больше. это зависит от твоих выставок и так далее. Когда есть выставки, когда есть работа и все такое. Хорошо. То есть перформансами можно зарабатывать, получается, в Голландии? Нет, я думаю, что если бы у меня были только перформансы, наверное, мне было бы туго. Не прокормило бы себя. Ну, потому что у тебя же есть шоу, то есть какая-нибудь выставка, тебе нужно подготовиться. Да? Например, для Бурятии, для перформанса, который я сделала в Бурятии, я работала над ним с апреля. То есть я... С апреля? Да. Вот это то, что ты делала на Типомании, Биды Бурядар Догарта, где? Да. Это с апреля работало? Да, ну вот на эту идею я пришла, когда я была в Бурятии. То есть, когда я говорю, что я работаю над чем-то с апреля, это значит, что я убила огромное количество идей. И что я делала тесты, и я не занималась этим, конечно, каждый день, но я возвращалась к этому. И ну, короче, мне что-то... где-то на фоне было. Да, да. И нужно было просто... И вот когда я прилетела в Бурятию, мне стало понятно, что я буду делать за неделю до моего перформанса. Понял. Ты там знаменитый считаешь на европейской сцене современного искусства? Не то чтобы совсем знаменитый, но меня знают, да. Ну, короче, есть в круги, где я скажу Наташа Папаева, они скажут, что... Да. Окей, хорошо. То есть это не то, чтобы вся Европа, конечно, и в каких-то кругах, наверное, но таких людей очень много. А на коммерческих вещах ты готова выступать? Можешь выступать? То есть, если, условно, я бы тебя позвал бы на корпоратив бы выступить со своим перформансом? Почему нет? Типа, а зачем? Ну, люди хотят тебя видеть. Вот так, я, например, хочу. Смотри, я делаю художественный проект, и у меня такие социальные темы, все. И у меня еще перформансы специально сделаны так, чтобы их нельзя было употребить как продукт. Потому что это не продукт, это интеллектуальный, эмоциональный труд, который нельзя употребить как Кока-колу, например. Ну, чем это отличается, допустим, от песни? Вот песня же тоже похожа немного на перформанс. Да. То есть ее нельзя потрогать, она растянута во времени, и мы не можем ее поймать. То есть песня это просто вот... Но я не делаю вещей для того, похоже на песню, да, немножко перформанс? Ну да, то есть я много работаю с песнями на самом деле, но смотри. Но ведь песни на корпоративах поют, а почему перформанс нельзя исполнить? Так, ты поешь песню на корпоративе, типа, и ты поешь песню, чтобы люди чувствовали себя комфортно. А я никогда не делаю вещей для того, чтобы ты чувствовал себя комфортно как зритель. Это неинтересно. И искусство, оно всегда работает на конфликте. Иначе это не искусство. Что ты уважаешь в бурятской культуре, что делается? Ты знаешь, вот интересно, да? Вот то, что мы с тобой делаем интервью, это бурятская культура? На русском языке. Ты спрашиваешь меня? Да. А у тебя есть ответ? Ну вот ты мне расскажи. Ну давай я отвечу, потом ты ответишь. Давай. Да, я думаю, это бурятская культура. Почему?
Ну, я чувствую это. Ну как, ты чувствуешь, объясни? Ну, не знаю, как я объясню. Вот я чувствую это. У меня рационального, если я начну приводить какие-то доводы, что вроде вот сидят два бурята, да? Мы находимся сейчас прямо в центре Бурятии, снимаем это видео и говорим на темы, которые смежны с какими-то бурятскими темами или напрямую касаются. А что такое бурятская тема вообще? Типа то, что мы с тобой сейчас разговариваем, это чисто бурятская тема? Да, там в Голландии люди не разговаривают? Ну, это вот похоже на то, когда ты сказала, что вот я бурятка, и то, что я делаю, это уже как бы по умолчанию априори становится бурятской культурой. Вот что-то похоже с этим, наверное. Вот теперь ваш ответ. То, что вот мы сейчас это бурятская культура, вот когда мы с тобой разговариваем? Я думаю, что это бурятская тема, что мы сидим на бурятской земле, но имеется в виду, знаешь, когда я говорю бурятская, я имею в виду вообще про территорию. Я имею в виду и русских бурятов, которые здесь живут, и людей, которые здесь живут. Это нужно смотреть на вот это, не только приверженность к национальности, мне кажется. Ну, ты не ответила, это бурятская культура, да или нет? Так я тебе и объяснила, что такое бурятская культура для меня. С меня тогда ответ требовал. Я тут купился и пошел тебе сказал, что да, сама ты знаешь, что ты начинаешь эту тему включать. Так какую тему? Ну, скользкую тему. Так. Бурятскую тему начинаешь включать. Ну давай, подожди. И наше интервью бурятская тема или нет? То есть мы с тобой разговариваем про Бурятию. Да, про всякую херню мы разговариваем. Так мы все про всякую херню тоже разговариваем. Наверное, это бурятская тема, да. Но нужно рассматривать Бурятию гораздо шире. Но мы говорили не бурятская тема, а бурятская культура. Это бурятская культура? Бурятская культура. Про разговаривание в Бурятии тоже умеют. Вот смотри, когда мы все это сейчас зальем на YouTube, это будет называться там максимальный эффект номер какой-то там, Наташа Папаева, там, перформансистка там, или художница, или там, неважно кто там, как мы подпишем. Вот это вот произведение, загруженное на YouTube, это является бурятской культурой? Оно относится к контексту Бурятии, да. То значит, это бурятская культура. Все, отлично. Порешали. Ты замужем? Да. Вот впечатление, мне кажется, вот если среднестатистическому мужику буряту дать посмотреть какой-нибудь твой перформанс, он скажет, блин, она что, немножко типа ёбнутая, что ли? Да. Ну это классно, да, нет? Это именно то, что искусство делает. Кто твой муж, который принимает тебя такой? Классный мужик. Реально, да? Вообще классный. Объясни, что ты в нем классного, расскажи, пожалуйста, про него. Мой муж, мы с ним познакомились в университете, в СПбГУ, и он на год меня старше, то есть мне 32, ему 33. 88-го? Да, я 89-го, 88-го, и он классный мужик. Круто. Вообще. Ты с ним такая, как на перформансах, или ты такая ласковая кошечка рядом? Да, блин, перестань включать этот сексизм, пожалуйста. Что за хрень? Ну ты же поняла, что я имел в виду? Так а зачем? Ну ты поняла. Ты понимаешь, вот я сижу перед тобой, приехала, и ты меня спрашиваешь, ласковая я кошечка или нет? Тут, блядь, что это? Как мне это выразиться, чтобы то же самое донести без этого? Вот ты с ним такая сумасшедшая, как на перформансе, или ты с ним ласковая, домашняя и нежная? А ты знаешь, что такое многомерность и человеческий характер, человеческая личность? Ну, конечно, я и сам такой. Сложная вещь, правда? Конечно. Ты думаешь, что я вот постоянно вот хожу, вот вся вот это, как на моих перформансах? Не, я уверен, что это не так. Вот даже сейчас мы с тобой разговариваем совсем другая. Да. Так а зачем ты спрашиваешь мне такие тупые вопросы? Я хочу узнать, какая ты с ним. Такая, какая я с ним. Личное дело. Хорошо. Почему вы выбрали для проживания Нидерланды, а не, допустим, Бурятию, если такой вопрос стоял? Что я выбрала? Выбрали место для проживания Нидерланды. А потому что мне нужно было учиться, дальше ехать, и я могла поступить туда. Большая разница, когда парень, допустим, голландец или парень бурят, если тебе есть с чем сравнить? Не с чем сравнивать. У тебя не было парня бурят? Нет. То есть у меня были какие-то попытки, свидания и так далее, но там все закончилось. Ну, ясно. Дальше не пошло, короче. Нет. У меня, знаешь, у меня всегда была в приоритете учеба. То есть, и мне всегда казалось, что отношения – это помеха учебе. Поэтому даже если мне кто-то нравился, я очень толкала этого человека, потому что мне казалось, что нужно учиться. Вот. Ну, то есть, правда, нужно учиться. Хорошо. Ну, сейчас мне кажется, что отношения – это не помеха учебе, но нужно учиться. Я правильно понимаю, что ты особо не паришься вот насчет того, какой национальности, партнера и все такое, в принципе, пофигу? А почему я должна париться? Вот есть буряты, которые говорят, что буряты, вам надо скрещиваться только с бурятами и все такое. Ты думаешь, я похожа на такую бурятку? Ты не похожа на такую бурятку. А что бы ты ответил тем людям, которые, если бы тебя кто-то так упрекнул бы в этом?
Потому что я замужем за не бурятом. Ну, видимо, у человека такие взгляды, и это не мои взгляды. То есть это не относится к моему мироощущению. У меня есть еще несколько сексистских вопросов, я не знаю, задать тебе их или нет. Давай, попробуем. Давай проанализируем. Хорошо, давай. Что в твоем понимании хорошая жена? Плохой вопрос, вообще тупой. Давай следующий. Не вопрос. Хотя давай разберем. Извини, что я так оценочно отношусь к этому. Нет. Ну, понимаешь, ты задаешь мне вопрос, а я такая говорю, тупой вопрос. Но я не имею в виду тебя, я имею в виду, что вот этот концепт хорошей жены тупой. Знаешь, почему он тупой? Потому что каждый человек индивидуальный. Да. И есть люди, которые хотят, они хотят быть хорошей женой, там, домохозяйкой и так далее. И это нормально. Да. И есть люди, которые, как я, очень любят работу и работают. Но у меня, например, как дома сделано, и я, и мой муж должны готовить. То есть я прихожу домой, и ужин должен быть готов. То есть если мой муж пришел первым, он должен приготовить, то есть не то, что должен, но, знаешь, это не то, что только я после своей работы должна приготовить ужин. То есть тот, кто первый пришел, должен приготовить ужин. Потому что человек пришел голодный, им нужно поесть, понимаешь? Конечно. Да, и если можно договориться, типа, я не хочу готовить, и можно позвонить другу и сказать, типа, я не хочу готовить, давай закажем что-нибудь. Или ты поешь на работе, или да. Это все договоренности, нужно об этом обговаривать. И нет такого концепта, что такое хорошая жена. Это все индивидуально. Может быть, вообще человек не хочет быть женой. Нормально, правда? Вполне. Можешь немножко про Нидерланды поговорить? Давай. Что там, чем советуешь заняться? Хорошее место вообще? Вообще, Нидерланды – это, конечно, очень маленькая страна, она очень меньше даже Бурятии, и очень богатая страна. И там, чем дольше ты там живешь, тем больше ты понимаешь, что у каждого места есть свои плюсы и минусы. То есть есть люди, которые думают, что им нужно обязательно переехать в другую страну, и у них там жизнь наладится, все такое. И это неправда. Это очень... Мне кажется, что у многих людей бывает такое, что они слишком много ожидают, и потом разочаровываются. И думают, что там все круто. Это неправильная позиция. Окей. Ну, это ты, видимо, сказал для тех, у кого розовые очки насчет Нидерландов одеты. Розовые очки, да, для всех, кто думает, что все станет лучше, если ты переедешь. Потому что ты же сам себя берешь. Что там поделать можно? Вот если я туристом окажусь там на 3-4 дня. Что мы знаем про Нидерланды? Про Нидерланды мы знаем, что там растут тюльпаны, что там легализированы легкие наркотики и так далее. И многие туристы ради этого и едут. Но многие голландцы сами вообще не употребляют наркотики. И на самом деле в Голландии есть гораздо больше вещей, чем вот эти легкие наркотики и так далее. Например? Там очень много интересных музеев, архитектура очень интересная. Есть такой город Роттердам, который вообще не похож ни на один из городов Европы, потому что там очень интересные здания. Этот город был разрушен после Второй мировой войны, и они построили все заново, и там вот очень интересно. И очень интересно, так как люди думали, что такое пространство, и как это все работает и так далее. И... Это что, нормально? Да, все, извини. Все нормально. И там, мне кажется, много всяких каких-то концертов происходит, много всякого движа, альтернативной музыки, какой-то популярной музыки, музеев, огромное количество. И море, можно было поехать на море, не только в Амстердам, но и в другие города. Вот. Круто. Там очень интересная страна, на самом деле. Как там к бурятам относятся? Я думаю, что никто не знает, кто такие буряты. Их там за кого принимают? Тебя за кого принимают? За китаянку, да. Как к китайцам относятся тогда? Ну, ты знаешь, в Европе есть такая вещь, что, как и везде, наверное, есть все-таки какая-то дискриминация. Есть, то есть ты идешь по улице... А в чем она выражается? Ну, вот ты идешь по улице, и тебе орут, что ты там аригато или нихао. Обычно, что я делаю в таких ситуациях? Я останавливаю этого человека и спрашиваю, почему он мне это сказал, и прошу извиниться. И тогда люди извиняются. И я им говорю, что не все азиаты китайцы. И вот с каждым человеком, который кричит мне нихао, я вот так разговариваю. Каждый человек извиняется перед тобой. А у тебя есть такое, что тебя оскорбляет, что тебя китаянкой называют? Знаешь, вот быть китайцем – это нормально. Но просто если тебя воспринимают автоматически как китайцем, это не очень хорошо. Это значит, что тебя видят как какой-то объект. И еще ты идешь же по улице, ты же не будешь кричать кому-то на улице что-то. И это грубо.
И вот это неправильное поведение. И... Ну, скажем, вот представим, что ты китаянка, да, и тебе кричат «эй, китаец», или «эй, китаянка», «эй, чайниз», да? Да. Тогда бы ты тоже останавливалась бы и просила бы извиняться? Конечно, потому что ты идешь по своим делам, и тебе какой-то мужик или кто-то там на улице что-то кричит, это неправильно. Я понял. Это, ты знаешь, это называется catcalling, не знаю, как по-русски. Вызывание кота? Нет, это когда тебе относятся на улице неуважительно. Catcalling? Ну, как зов кота? Да, ну, то есть ты, например, девушка идет какая-нибудь, да, и ты кричишь ей, типа, ой, красивые ножки и так далее. Это catcalling, это неправильно. Я понял, что это такое, да. Ты про одурманивающие средства упомянула. Ты их не пробовала вообще ни разу, да? И алкоголь тоже, и табак тоже. Ты даже не пробовала. Можешь объяснить, почему? Вообще была ситуация, когда можно было попробовать? Можно, конечно. Ну, все же люди пьют и употребляют и так далее. И когда ты сидишь среди людей, это, конечно, получается всегда так. Но у меня в семье никто не пьет, и мой папа тоже не пьет. И он и не курит? Не курит. И не пил никогда? Никогда. И вот мне очень нравится позиция моего папы, и я считаю, что я уважаю своего папу, и папа всегда говорил, нельзя пить и курить, поэтому я не пью и не курю. То есть он запрещал? Не то, что он запрещал, но он просто рекомендовал? он говорил, что просто, мне кажется, в семье был такой порядок, что мы не пьем и не курим. И поэтому мы не пьем и не курим. А если бы вдруг ты закурила, к примеру, тебе дома прилетело бы за это? Я думаю, что ты вот меня спрашивала, пробовала ли я. Вот один раз я пробовала. Покурила? Да, ну, мне было интересно, я попробовала, и мне не понравилось. Я позвонила маме и сказала, я попробовала. Она сказала, зачем? Я сказала, мне было просто интересно. Она спросила, мне понравилось? Я сказала, нет. Она сказала, ну тогда не кури. Я сказала, да, точно не буду курить. Вот а почему ты позвонила? Типа чувство вины какое-то было? Или? Возможно, ну просто, наверное, поделиться опытом. Хорошо. Ты рассматриваешь вариант возвращения сюда, в Бурятию? Знаешь, мне кажется, что я бы могла вернуться в Бурятию, если бы у меня здесь была работа. То есть, если бы мне сказали, ой, Наташа, давай ты сделаешь нам вот это, мне было бы интересно, и там бы не было никаких выставок и так далее, я бы тогда приехала, поработала бы, и если бы я знала, что я могу сделать то качество, которое от меня зависит, и что люди могут тоже со мной работать, тогда бы я смогла переехать на какой-то рабочий проект. Потому что, видишь, для меня работа очень важна. Шиимы бурят хлынды дорте хадышни, нығы хайра садыл, бурят хлындары. Хоржа балхы. Балхы. Зе. Олаңдың әғі ғайы ғазар, ямыр ғазар бай? Олаңдың екі ғайы ғазар. Мане олаңдың, мане хотыты центр екі ғайы, мане хушың бән гүрнет екі ғайы. Дегет, мұны қайын қарқыты бұшы гүрнетіне екі ғайынар. Хэте биш гүрнүтнин хуушурш байн тэрэ юм дихму. Тэгээд манай бурдрам их гоё. Тэ юм бута. Миний харахтай улаан үтэ центрнин гоё л да. Хора. Тэгээд бухыдылхэн эгэ гоё газар. Бурятия. Зе. Бурятарады эгэ гоё хүн. Хэмэдэм тренинг хөхөё хашатхы. Миний харахад манай бурят дихэ хайхан. Манай бурят дихэ хайхан хүнүүд хараад байх төшнө. Ху бурят урдууч бурят дихэ хайхан. Хастай. Намидралда хыдыжыл хуртар байха ханныш. Тэршний ихэ онын асуудал. Бурят хүн тийж дуурхав. Бурят хүн энэ Хыдысо бэниш, тырдысош бэниш. Тэгээд тренинг бурядут мам бид ю хөлэн бид ю ханаа тэршихэ ютэй. Хүүд бүдэт тренинг бид, например, бид решение муу юм тухай ханах үедээ муу юм тухай хөлөх үедээ хөөрдөн үедээ тэгээд хэдий болсоор хуухав шиг гэшний ихэнх хүний асуудал тренинжний хэм өдөхөөгш тэгэд хэдийсөө байхаш тэдийсөө байхаш. Зе. Red дуртай хөгжмөө хамтлаг. Хөгжмөө юм бэ? Хамтлаг групп ансамбль гэж. Манай бурядингу. Хамаагүй бүхэдхэн. Бүхэдхэн манай Бадмаханд намгар ихэ хэн. Би манай газартай ертөнцид Бадмаханд би намгар би гэж би ихэ дур баяртай байдаг. Дуртай кино. Эгэ дуртай кино. Би юнгш
манда Голландид локдаун байгаа долоо харсан хүү юм хавгатай байгаа кино юм хавгатай. Тэгээд түрүүшийн кино эпидемии хүүд Homeland Nomadland харап тэр хятадын нэлокшн земля качений тэр кино харахад нь ихэ хэм байгаа. Гоё кино байгаа. Зэ. Гоё бурятнер. Басхане ба хобоне. Манай бурят нэрнүүд ихэ хайн. Манай бурят нэрнүүд ходод ихэ тийм хайн значенийтэй байдаг. Тэгээд хайн значенийтэй байдаг тэгээд ихэ шагнахад гоё байдаг. Би тэгээд ямар юм гоё байх та. Жишхад. Решение жаргал гэж их жаргал гэж их гоё ном нэр гэтлэн юм бүхий методууд энэ дэр юу яах юм жаргалтай байх яандаг. Тэгэд хот хүнүүд жаргал хүсэж байдаг. Тэгэд жаргал гэж гоё нэр. Тэгээд юм гэж би хонын манай бурят нэрнүүд бурят басхан нэрнүүд хуваарнаа гоё л да гэж хандаг би. Хандамаа гэж их хэн гоё нэр. Би нам тийм нөхөр би хандамаа гэж Монголд хуудаг. Тэгээд их хайхан нэртэй гэж хардаг. Балах. Улаанудаа Голландида ансаныгы юм асаржа болоха. Юу асар хапшы? Голланди хаагу. Угы. Улаанудаа Голландида. Манай идей. Эден ямар эден? Бозго? Манай хушур буз бов се манай ногоонсе монгол ногоонсе гоё байгаа. Манай мяхан гоё да. Өмнө гоё. Тэгээд өшөө хоёр дахин юу аваа. Манай бэдэл гоё. Балах. Гоё бурят басхан хэмбэ. Тэришний баха хонин асуу саашин хамаагүй. Гүнигтэй байхад юу хөдөг биш. Сүлөөтэй байхадаагүй. Гүнигтэй, уйтгартай. Юу хөдөг би? Газа гардаг би. Газа гараад велосипедээр явдаг би. Жаргалтай гош мана. Хайн нормал. Хайн бэ. Жаргалтай биш. Тэ хүншний би мөнөө хүн юмшны хот ондоо болж байх юм. Тэгээд тэршний ходдоо шаргалтай байдаг гэж баха байдаггүй. Нэг өдөр ши үнэртэй байна ш нөгөө өдөр шаргалтай байна ш. Тэршний балай ними значение ш. Тэгээд Рагой. Но гэдэг нь явж байгаа трени. Вот би мөнөө эндригээд байна нөгөө эндри юм тийм байна. Тэгээд би ходдоо шаргалтай байх гэж тэр юмшны хонин юм. Манай байгаль далай ямар байна. Манай байгаль далай хайнын их спокойно байдаг. Хайны их волны юмд байдаг. Тэгээд бид тренинг хардаг би их хайхан юм. Манай тэгээд өмнө тийм л да. Ходлыгээд ондоо болж байдаг. Үгүй вала. Хэнда. Бош ондоо асуудгүй юу? Ой. Зе. Их намай ханин байгаа шамда. Намд хонин байгаа юм. Гоё байгаа. Би тэгээд их баяртай байгаа намтай шинэ намтай зугаалаа шинэ. Би баа. Но гоё байгаа. Тэгээд бид олон юм хөөрөлд өгдөг шанаа тэгээд бид бурядаар дуурж байх юмны их баяртай байна. Зе. Ошоозя. Зе ошоо. Баяртай. Чин.